Сегодня 16 июля 2001 года, 10 часов 20 минут, в селе Пригородное Чеченской Республики с использованием видеозаписи ведется беседа с родственником одного из трупа, найденных и опознанных в дачном поселке Ханкальский. Представьтесь, пожалуйста. Я Мальстагов Молдан Мачакович. Ваш год рождения? 53-го года рождения. Кто вы по национальности? Чеченец. Ваше семейное положение? Два сына, 2 дочки. Ваше образование? 10 классов. Кем вы работаете? Шофер. Ваше место жительства? Село Пригородное. Вы могли бы назвать полное фамилия, имя, отчество человека, который был вами опознан в дачном поселке? И кем он вам приходится? Мальстагов Магомед Молданович, 1977 года. 1977 года. Он находится мне сыном. Это был ваш сын? Сын, да. Кто он по национальности? Чеченец. Его образование? 10 классов. А он где-нибудь работал? Учился в институте. Он был студентом. Да, студент. Его семейное положение, он был женат? Женат, да. Имеет детей? Двое детей. Дочка и сын. 2 малолетних детей? Да, малолетний. Дочке год. Вы не могли бы подробно рассказать, когда именно он, при каких обстоятельствах он пропал? 23 декабря 2000 года. Они жили в городе с семьей. В Грозном, да? В Грозном, да. 23 декабря. А в каком месте именно? В районе микрорайона. Какой микрорайон? Первый микрорайон. В первом микрорайоне? Первый микрорайон. Вот в какой день, число, вы не помните, когда он пропал? Он 23 декабря, в субботу 2000 года приехал домой, где-то к 9-10 часов утра. Домой это в село? В село Пригородное приехал он и его товарищ Дельбеков вместе. Дельбеков, который тоже пропал? Пропал, да, вместе с ним, который могли 65-го года рождения. Как односельчанин, 4 дня осталось до месяца урожай, конец урожая был, вместе с поедем с семьей, они приехали домой. И говорят, мы через час вернемся, семью заберем и приедем. Где-то обратно они уехали отсюда. В какое время суток это было? 10 часов утра они отсюда с пригородом уехали в город. И в 11, где-то пол-11, в 11 часов по улице Нои Бучаидзе они были задержаны федералами. В Грозном, да? В Грозном, по Нои Бучаидзе. Задержаны. Там 2 или 3 УАЗика было, как очевидцы, то говорят 2, то говорят 1, то говорят 3, там неизвестно. А номера они не запомнили? Никаких номеров не было. И какого цвета были УАЗики? Цвета были хаки. Цвета. Маска, да. Военнослужащие все были в маске? Федеральные войска, да. А вот форма на них примерно, цвет Форма какого? пятнистая форма, чистая камуфляжная форма. А цвета какого? Это военный цвет. Зеленый или голубой? Да, зеленый цвет. Зеленый цвет, маска. Они их остановили? Они их остановили. У них там остановили. И когда они остановили, при задержании, по-моему, Идельбеку они раньше везли. А это в машине, когда его посадили сына в машину, он вел сопротивление, и машина через метров 10, 15, 20 отъехала, ударил, врезал в стол. УАЗик у них встал там, потек радиатор, все такое, как очевидцы рассказывают. Вот. И ехал «Жигули» темно-синего цвета. Мимо просто проезжала, да? Мимо, они забрали, вот с мясом, на базар ехала. Они забрали этого человека машину, скинули его с машины, посадили этого моего сына, или раненый, он был уже, все, короче, закинули в машину и уехали в сторону Ханковой направления, в сторону микрорайона. А ваш сын сам был за рулем
Он не был на Не был, автомашине? не был, не был. Они садили их с машины, остановились, на девятке они оба были. Садили по разным направлениям. Садить девятки, это одного в одно направление, а это в это направление посадили УАЗик. Но того не видели, как сажали УАЗик или машину. Эдельбека не видели? Да. Его раньше, по-моему, видели. А это сопротивление ударился, УАЗик разбился. И они его в машину садили. И машину через 3-4 дня хозяин нашел в микрорайоне, где детские сады, все такое. В машине, говорит, килограмм 2, говорит, это кровь была там, они вроде его при задержании сильно ранили. А в каком микрорайоне хозяин нашел свою машину? В этом же микрорайоне, в первом микрорайоне. В первом микрорайоне? Да. Ну это, в общем, недалеко от Недалеко от места происшествия, там детские садики, все разрушено там, в этом положении он нашел. И сколько времени вы искали его? Ну, где-то 2 месяца, 10 дней мы искали их. Куда вы обращались? Ну, повсюду, везде обращались мы. В Коломановский центр обращались, в прокуратуру писали заявление, так, в милицию, в Ленинский район, то есть там писали, там говорили, никто ничего не видел. Тот же вечер, оказывается, тот же вечер, мне только 25 числа сообщили, что он пропал. 23 был, 25 числа. А где вы были? Я дома был, пригородном. Вот. И они сожгли, в тот вечер привезли их машину, отогнали где-то от этого происшествия метров 300, по-моему, 400, полностью сожгли их девятку машину. А кому принадлежала девятка? Эдельбекову. Эдельбекову? Да. Сожгли И ее. где, в каком месте нашли сожженную девятку? Ну, где-то, я говорю, от этого происшествия по Новой улице, я от проволоки не По помню. той же улице, да? По той же улице, где-то метр проволоки, метров 300-400. Загнали ее, ночью приехали, часа 3-4 ночи сожгли они ее. Бензин облили, как видели, очевидцы сожгли, и все. Все видите. Как вы впервые узнали о захоронении массовом на Ханкале? Ничего, поселка. Люди как говорили, там, по-моему, трупы кто-то искал, ходил своих детей. Ему солдат какой-то сказал этому мужику, мол, здесь 2 трупа. Он когда пошел, увидел много трупов, там, сказал, поехал в прокуратуру, прокурор приехал там, они делали, ну, люди уже не стали останавливаться и пошли искать. Вы тогда же в самом начале поехали искать? Не. Мы 2 месяца здесь не искали, везде повсюду. Не могли найти. А вот после того, как хамкальские трупы были перевезены на автобазу, Да, вот там мы там на автобазе и нашли их. вы в первый же день поехали? Первый день, второй день, третий день. То есть вы каждый день Каждый туда день мы ездили? были там, везде были. И какого числа вы точно уже нашли и опознали труп своего? 2 числа мы нашли Эдельбекова, там же, Это в марте было? в марте. 2001 года. 2001, да. В марте вместе Эдельбекова нашли, там же в автобазе, в МЧС. 2-го, когда 3-го уже Эдельбекова хоронили, я в 10 часов утра туда поехал с женой и соседкой. И 3-го числа, как тот же день, они, эти 2 трупа вместе привезены были, я туда не зашел, не мог, там много народу было. А братья его не узнали. Вот в тот же день они вместе были там. И 3-го мы нашли их. А как вы опознали сына своего? Ну, по одежде опознали, так его можно было опознать. То есть он еще, в общем, сохранился? Да, сохранился, завязанными руками, ноги, правда, не были завязаны. Обувь у него чистая была, только купленная. По-моему, сняли себе на дембель. А какие признаки насильственности? Признаки насильственности, переломаны, пальцы все, руки, ноги, снят скальп, выкрут глаза, зубы все переломаны. Я смотрел там руками, щупал. Под плоскими были, ломали. Видно, да, полностью. 4 зуба так впереди были, а все переломаны. Он еще и был скальпирован, да? Да, скальпирован был. Пальцы были переломаны, ноги, руки. Ну, все переломано было, что у него было, ребра, все. Что могли, то сделали.
Глаза были выколоты. Один глаз был выколотый. А паяльником обсмоленный был полностью. Такое. Скажите, пожалуйста, вы когда вот искали его, у вас были посредники, через посредников, кто-нибудь просил вас выкуп за них? Не было таких посредников. И все время вам говорили, что нигде не могут их найти, пока вы искали, да? Нигде не могут. Здесь, там говорили, сегодня был один человек, были люди, мол, там Нальчики находятся, мол, задержанные. Мол, один раз что я ездил в Нальчик, в Пятигорск ездил, и там никого, следов не было. Есть сразу при задержании, где-то до конца Нового года их убили, обоих уничтожили, так они говорят. Ликвидировали. То есть к Новому году они уже были уничтожены, да? Он, я когда узнал, я узнал, он при задержании, он был ранен, и где-то 3-4 дня они, по-моему, пожили или нет, их ликвидировали. А вы так по ходу не узнали хотя бы имена, фамилии или звания кого-нибудь из тех, что их задержали? А откуда узнаешь? Федеральные войска. Откуда? Какие у них звания? Семен, там, Петр, Андрей, Василий. Они так себя называют. А вот по словам очевидцев, они как их описывали? Они, говорят, все были русские. Все русские? По-русски говорили, да. Они не описывали рост? Рост, да, высокого роста. Все высокого атлетического специально телосложения. подготовлена группировка при задержании бандитов, как они говорят. И все были в масках, в да? масках, все были в масках. Хорошо, спасибо. Назовите, пожалуйста, ваши полные фамилии, имя, отчество. Эдельбекова Бакалица. А какого вы года рождения? 29. 1929 года рождения. Кто вы по национальности? Чечень. А где вы живете? Село Пригородное, улица Российская, 6. А скажите, пожалуйста, сколько у вас детей? Мне 8. 8 детей. Была 8 наша. А кем вам приходился тот человек, который был найден среди захоронений Ханкайска? Как? Назовите, пожалуйста, полные фамилия, имя, отчество вашего пропавшего. Эдельбекова Умпира Эбулна. Уматги Абуевич. А сколько ему было лет? Какого он был года рождения? Он 65. 65-го. Он был женат, имеет детей? Женатый. Сколько у него детей? 2 сына. И сколько им лет? Сыном, вот младший 4 лет. Это его сын? Его сын. 3-6 месяцев был. 3 года и 6 месяцев, когда отец пошел. А второй? А у него 6 год, 7 месяцев. А вот это тоже его сын, да? Его сын. Он ходит в школу? Он сейчас в школе. Во 2 классе? Расскажите, пожалуйста, он где-нибудь работал? Работал он. Кем он работал? Другого, он дает ему строительный. Он был строительный, но после Вы не могли бы рассказать, когда он пропал? 23 декабря. 2000 года, да? 2000 год. Утром сказала Как звали друга? Магомед. Угу. Приехала. Уроза 3 дня, 4 дня. То есть был праздник Уразы, да? Ага, как раз праздник подходит. А он сказал, приеду, сейчас приеду, заберу семья домой, и туда к празднику буду дома. Уехала вместе обе. Значит, это было в канун праздника, да? Он хотел вместе с семьей приехать на праздник из село. Вместе семей был, чтобы был дома. Да. И уехал в Грозный? Уехала в Грозное. А потом он доехала дома, Семен сказал, готов,
все вещи, что продукты, все. А тот Магомед семья отвезу домой, приеду. Как он до Магомеда не доехал, где-то день 11 или В 11 такое время. часов. А он до их не доехал, они обе вместе были. То есть их вместе задержали по дороге Ага. где-то, да? Вместе с Магомедом. А вместе их обе там, когда, может, кто-то подсказал или что там. Скажите, пожалуйста, когда вы опознали, нашли труп? Труп, это число я не знаю. 2 марта? 2 марта, утром часов 10, А кто опознал труп? брат старший, Старший брат, как его зовут? как Эйгуицин? Адам. Адам. А он быстрее домой приехал к жену, спросила, как он одет, что у него одето было. Вот. Она рассказывала, такой свитер, такой. То есть по одежде опознали труп Ага. его, да? А так уже невозможно было по лицу, по По частям лицу тела? не так. Но когда мы То есть он уже разложился, да? ага, потом мы дошли, те смотрели, как разложились, потом узнала. А у него здесь был этот, как его, Шрам был на теле? шрам был где-то у него. И это узнали. Не шрам, родин. Родимое пятно. Пятно было. Это, и потом и голый у него был пятно белое. Волосы остальные коричневые, а вот середине седое носу пятно, белое, вот тут да. как палец подставила. Это знала. А половина головы у него не было вот так. Совсем. А остальные были. Значит, И, половина черепа вообще отсутствовала, когда вы нашли труп, да? ага, половина Расскажите, какие еще увечья были на его теле? У него руки вот так завязаны было железным, Проволокой. вот так. Палец и все отрезано было. Отрезаны были пальцы? По половине. Один уху не было. Ухо было отрезано. Одна не было. Уху забрали. Мгм. Который целый голову, а тут этот отрезал. То есть половина черепа отсутствовала, Ага, со половина второй половины ухо отсутствовало, да? И ребра у него. Один сторону, ну, второй сторона я не видела, один сторону все поломаны были. То есть все ребра были переломаны. Ага, переломаны. И ноги с железным проводом завязаны. И отсюда, может, стрелял или что, вот так срезано было. То есть пробиты были ноги, да? Ага. Насквозь. И все. И одежду, и курток собрали, и когда обувь забрали. Хорошую одежду они забрали, Все да? новые были, все забравшие, они подарки. Куртка была на нем, да? Ага. Кожаная? Нет, это не кожаный, но я не могу рассказывать какой. Ну, в общем, хорошую одежду они забрали, да? Ага. А третьего, по-моему, похоронили. А кто-нибудь возбудил уголовное дело по этому поводу? Никто пока не обратил, но брат сам поехал где-то. Он дал заявление, и никто не ответил ни ничего. Он был вам сыном? Ага. Скажите, пожалуйста, а вот у него маленькие дети, им пенсию назначили? Пенсию назначила. В каком размере? Сумма какая? По 600, кажется, не знаю, еще мы не получили. Но вы еще не получили. А с какого месяца назначена пенсия? По-моему, как это сказать, с января, что ли? Ну так, подали документы. С января, значит, назначена пенсия детям, да? Наверное, не знаю мы еще. Но еще не выдавали ни разу. Хорошо, спасибо.